С 1 января следующего года Якутия перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас разработаны проекты договоров на сбор и транспортировку таких отходов и организацию услуг по их размещению на полигонах. Система позволит сохранить экологию региона. О том, как будет внедряться новый порядок, расскажет Кристина Якупова. Около 500 мусорных свалок на территории республики. И это не считая несанкционированных. А все из-за неэффективности работы с твердыми бытовыми отходами. Сейчас управляющие компании собирают и транспортируют мусор. А вот доедут ли контейнеры до свалки, никто не проверяет. Те юридические лица, которые эксплуатируют свалку, они не могут воздействовать на транспортировщиков. Да? Транспортировщик может куда-то свалить в лес. Да, таким образом у нас образуются многочисленные несанкционированные свалки, а эта система подразумевает ответственность одного юридического лица в лице регионального оператора именно за всю систему обращения с отходами. То есть начиная со сбора, транспортирования, обработки, то есть это сортировка, да, потом дальнейшее захоронение либо обезвреживание этих отходов. В республике разработана новая система по утилизации мусора. Если мы сегодня с вами оплачиваем вывоз мусора как жилищную услугу, то есть по договору управляющей компании с транспортной компанией, да, стоимость определяется общим собранием собственников, например, да, а с 1 января 2019 года это будет регулируемая услуга, коммунальная услуга, и она будет действовать по правилам оказания коммунальных услуг наряду с электроэнергией, с водой, там, с теплом и так далее. То есть цену будет устанавливать Госкомитет по ценовой политике. Планируется и создание объектов обработки. Это сортировочные станции. Будут введены поэтапные запреты на захоронение определенных отходов. В первую очередь на металлы, бумагу, стекло, резину и другое. Все отходы – это отходы, а из них можно что-то сделать и даже полезное, и нужное. И в этом отношении вот нужно очень хорошо работать. Хотели мы собрать пластиковые бутылки. Не очень собирается, пока народ еще не дошел до этого. И будем много-много работать в этом отношении для того, чтобы как-то сознание людей будоражить, да? Впрочем, сами якутяне уверены, население к реформам готово. Проблема мусора волнует каждого. Конечно, хотелось бы, чтобы все чисто было, и здесь заводы были, чтобы принимали пластмассу или еще. Экология чисто была. Кто разбрасывает мусор, где попало, и получается, что плохо для города. Я считаю, вы знаете, что пора таки научиться, как живет цивилизованный мир, да, отдельно складировать отходы. Его нужно перерабатывать. То есть нужно делать, я так считаю, какие-то заводы, чтобы была переработка мусора, чтобы не вывозить его на свалку. Что касается повышения цен на вывоз и утилизацию отходов, то тариф на мусор пока только формируется. После он должен пройти этапы общественных слушаний и затем уже утверждения. Как говорят в Комитете по ценовой политике республики, окончательно тарифы утвердят до 20 декабря.